Скажите, пожалуйста, на своих лекциях вы призываете изучать ислам, убеждаете изучать ислам, или вы хотите тем, что вы транслируете, чтобы это возникло внутреннее какое-то состояние? Как вы, вот я же понимаю, что вы все равно, как ваше предназначение еще и в том, чтобы донести это знание, да, до души каждого, до сердца и разума. Слушай, вы правильный вопрос ставите. Дело в том, что согласно Корану, если ты что-то знаешь, выше, и если ты не поделился, это большое. Вообще понятие греха в исламе, оно очень такое своеобразное. Ты оступился, ты нарушил завет Бога. Хафер. Хафер, вот есть татарское слово, вы говорите, вот сколько слов это вообще. Это как раз тот, кто не сделал так, как Аллах велел. А Коран, я, например, это абсолютно точно. Это же, знаете, кто-то говорил, что поэзия, вот религия, это говорил Маритен, Жак Маритен, что религия это сходно самое, если сравнить это с поэзией. Понимаете, это Коран, это поэтическое произведение огромное. Это огромный стих, рифмующийся, ритмический стих. И, конечно, там, скажем так, что в каждом слове, вот я еще этим занимаюсь, логической семантикой Корана, в каждом слове по 40 значений, по 30, по 40 значений. Арабский язык вообще он полисемантичен. Роскошно богат, да. Это полисемантика, поэтому ни один переводчик никогда не сможет перевести. Это как Марину Цветаеву перевести на английский язык. Понимаете? Да. Не сможет все передать. Поэтому в любом переводе Корана написано передача смысла. То есть передают смысл. У нас свой путь, у нас же, понимаете, татары, вот у меня бабушка, она была из богатой семьи, она говорила, что они в школе изучали татарский, турецкий, арабский, персидский. Да. Девочки учились играть на мандолине, их учили играть музыке. То есть такое очень обширное образование. Да, ребят, детей, мальчиков обучали на курае играть. Курай, вы знаете, это. Да, конечно. То есть, помимо, вот смотрите, арабский, то есть татарский, турецкий, арабский, персидский. Поэтому татары, вы, наверное, знаете, это самая образованная нация. Вот, а наши мыслители, Марджани, Беги, Курсави, это великие, я всех не могу просто сейчас перечислять, это философское наследие, которое вот переведено, моя оценка, я могу ошибаться, но переведено где-то не больше чем на 20% со старо-татарского. Это огромное наследие, и там как раз-таки осмысляется, что путь татарского ислама это через разум, через науку, через обучение. А вы посмотрите, Казанский университет, это крупнейший научный центр. 50% татары там работают, ученые большие, великие. Понимаете, Камай тот вот, как химик великий, да? То есть мы идем не через запреты. Пожалуйста, есть вот, значит, такой путь осмысления рациональный. Если тебе удобно через намаз, пожалуйста, потому что я знаю, что такое намаз. Это великая вещь. Вот у пророка спросили, что самое важное, он говорил, вовремя совершенный намаз. Понимаете, если ты по солнцу ровно совершаешь намаз, и ты совершаешь его согласно вот рекомендации пророка, ты же душу моешь. Пророк говорил, мы руки сколько раз моем? Раз 6 в день моем. Сейчас в пандемии вообще часто. Вот душу моешь, если ты правильно это делаешь, если ты осмысленно. Ведь многие даже не знают, о чем они говорят, что они произносят слова арабские. Да, но там каждого смысла огромный. Да, осознанный. И даже мы говорим, «Ихдина сират аль-мустаким», этому в Аль-Фатихе, «Выведи меня на прямой путь, не дай мне сбиться с прямого пути». То есть каждому есть свое предназначение. Это есть сират аль-мустаким, тадир. Вот просишь Аллаха ни машину, ни дом, ни красавицу жену, там, ни детей, просишь одно. Не дай мне сбиться вот с пути, который ты меня установил. А ведь это очень близко к пониманию сейчас осознанной жизни, то есть идти своим путем, своей дороге, своим предназначением и, собственно, жить своей жизнью. Вот этот молодой человек, вот посмотрите, если у него, а что у него вот контент его сознания каков? Вот я как, значит, сколько я уже вот 10 лет, 11 лет с 80 по 91 работал в университете, и вот сейчас уже 11 лет, вот, да. Я был дипломатом, то есть я был дипломатом в Саудовской Аравии, вот я сказал, 12 лет работал в США, в посольстве России, да.
в Африке служил в армии. То есть у меня есть достаточно... Опыт такой немаленький. Я вам могу сказать, что у каждого народа есть определенный контент сознания. Но нельзя... И, к сожалению, у нас этот не только у татар, а вообще у русских тоже, вообще в нашем Татарстане, к сожалению, очень бедные. Они в основном сидят ведь в интернете. Ну что можно, даже у меня 5 детей, самая младшая, Марьям, дочка, 2 года, она в интернете сидит. Уже 2 года, и я не могу ее оторвать, она просто протестует. Что там в интернете можешь получить? Ну, мешанину всякого барахла. Понимаете? А дело в том, что оно, почему самоубийство, почему, наркотики, уход. Не может человек бездуховно жить. Поэтому мы стараемся, я, например, стараюсь показать, я не говорю, бери ислам. Хорошо, может быть, христианство, это религия, ведь это Христос, ведь Он что сделал? Кстати, пророк Мухаммад говорил, это самый близкий из пророков. Марьям – это самая великая женщина, самая первая женщина, мама Марии, да? Ведь Христос, Он проанализировал, что общее объединяет всех людей. Общее свойство людей у всех, у бандита, у убийцы, у ученого, у вас, у молодого человека, у меня. Что? Это способность любить.